Остановкада тургам. Бир маалда жаныма бир машина токтоду. Бир аз аксап басат экен. Кызым түшүмө көп кирет. Апа кыйналып атам. Деп эле ыйлай берет. Силер акыркы жолу сүйлөшкөндө сизге эмне дедим? Машинасынын артка отургучу жайнаган кан. Карап турсам, аялдын сумкасы анан бут кийимдерин өрттөп жатыптыр. Могу квадратта саат 10-дон 3-кө чейин жүргөн. Ак Некси айдаган водительдерди жолтуп берчи. Айке көл жака бурбай эле коебуз, ал жактан буркам. Добрый день! Рада приветствовать вас на нашей программе «Битва IQ». И сегодня у нас в гостях Мидер и Азамат. Спасибо большое, что пришли на нашу программу. Давайте мы с вами познакомимся. Расскажите, пожалуйста, о себе. Айдер. Всем здравствуйте, меня зовут Медер, фамилия Нуркадыров. Я живу в городе Бишкек. Очень странно, что вы живете в городе Бишкек. Расскажите, пожалуйста, вы теперь о себе. Меня зовут Азамат, мне 23 года, я актер, блогер, то есть все. Начнем? Давайте, очень вы интересно. Готовы? Готовы? Точно? Хорошо. Первое задание у нас будет направлено на быстрый поиск нужной информации. Вы вообще скоростные или нет? Вы себя считаете скоростными людьми? Ну, смотря где. Ну, например, по нахождению нужной информации. Там медленно. Тоже медленно, да. Ну и сегодня проверим, может, вы ошибаетесь. Хорошо. В общем, первое задание у нас называется таблицы Шульта. Таблица кого? Таблицы Шульта. Придумал их Шульта. Шульта? Да. Вам сейчас пальчиками, ручки не нужны. Вы сейчас пальчиками должны найти циферки от 1 до 25. Пока как ищете, это? допустим, цифру Типа 1. вот так, да. вот так? Нет. Вот так. 1, 2, 3, 4. Пока вы ищете циферку 1, постарайтесь, допустим, найти цифру 2, 3. То есть запоминайте, где они находятся. Готовы? На старт. А вы это все будете контролировать? Конечно. На старт. То есть обмануть не получится, да? Просто так наугад делать? Нет, не получится. Окей. На старт, внимание, поехали. 1, 2, 3. Нет, это не 3, это 30. Нет, я же видел тройку. Где она? А мой? Что? Вот здесь, точно. да? Только здесь, да. 3, 1, 2, 4, где 5? У вас осталось 30 секунд. Серьезно? А что так мало? Серьезно. И А взрослый где тут человек... пятерка? Сейчас. находит- Может, издалека надо посмотреть? Молодцы, вы быстро справились. 5, Нет, тут нету пятерки, я вам Есть. говорю. Она большая. 6, Она 7, самая большая. 8, 5. 9, Молодцы. Такая 10. тема, что ли? 6. 11, 7. Где? Можно так закрыть пятерку? Нет. Окей. Стоп. Белек кимге жакпасын? Остор дүкөндөрү тармагынан жаңы жылдык акция. Мыкты Vivo смартфонун тандап, кепилденген жаңы жылдык белекке ээ болуңуз. Белекке ноутбук, колонка, кулакчын, смартфон, дагы башка көптөгөн буюмдарды беребиз. Эң сонун жана эң башкысы убагында жаңы жылга карата салтуу түрдө белек үчүн Остор дүкөндөрүнө. 13. Время. Канчага чейин? Победа. Давайте 5. Вот все бы мои ученики так давали 5. Я бы точно без руки осталась. Хорошо, ребят. Сложно было? Сложно. Да, у меня там прям граффити было. Да, там прям. Это не самый сложный вариант в Да? научном центре. Как вы думаете, вообще вот это задание, как может помочь деткам в школе? Вот это? Да.
Не знаю. Ну, наверное, фокусироваться. Молодцы. Да? Давайте 5. Тоже очко дадите? Да. Параллельно думать еще о других Нет. вещах в жизни. А какие фокусироваться надо просто? Хорошо. Фокусироваться — это значит концентрироваться. Плюс помогает, как я и говорила ранее, быстро находить нужную информацию. Например, ребенок списывает с доски в тетрадь, часто теряет то место, где он писал. Вот это упражнение помогает ему найти. Или, допустим, сдает экзамены, вопросы к экзамену, и ему нужно найти ответы в тексте. Вот это упражнение помогает быстро найти ответы. Замечательно. Замечательно. Классно. Ребят, скажите, пожалуйста, а давно вы закончили школу? Да. Сколько лет? Нет. Я еще не закончил. Учусь. Какой класс? 5. Хорошо. Я? Да. Ну, Одноклассники. одноклассники. Слишком высокий IQ. Вот это вот вам. С этим мы сейчас будем играть. Bunu IQ қандай жардамы бар ya? Түсім шықты. Ладно. Воспользуемся тем, что я не понимаю, да? Так. Задание. Так, да, поиграть я вам дам возможность. Чуть попозже, хорошо? В общем, задание. У вас 5 секунд. Вы должны запомнить все, что здесь лежит. Давайте-ка вам усложним задачу. Потом вы закрываете глазки. Я что-то забираю. Ваша задача вспомнить, что же я забрала. Готовы? 6 секунд. Аттарын да білмеймін осы. Помочь, подсказать, Нет, как что нормально называется. Все, закрываем глаза. Открываем глаза. Что изменилось? Ну, осы болып тұр. Раз балл. Все верно? Один балл. Деньги. Раз балл. Нету динозавра? 1-1. Молодцы. Давайте посложнее. Закрыли глаза. Закрыли, 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 закрыли. Закрыли глаза. Цепочка жоқ. Қайра тұрып қалды. Открыли глаза. Шарик нет здесь. Какого цвета? И какого цвета? Желтого. 1-1. Шарик. Еще что-то было, что ли? Да. нет. Маленький сава вот здесь. Из Какого гиза. цвета? Из гиза, короче. Какого цвета? Серого. Желтого. И не серого, и не желтого. Ну, желтый. Мне вот нос желтый, бока серый, по одному еще дайте. Нормально? Хорошо. 1-1. У вас пока ничья. 2-2. Ну, имею в виду. Все, больше ничего не изменилось. Еще 2 момента. А, серьезно? Еще что-то изменилось, что ли? 2 момента еще. Момента? Ну, Динозавр вот так стоял. ну нет, не в этом суть. Да? Да. Что-то со стороны Медеры изменилось. И Здесь что-то ручки нету. Молодцы. Отлично. И еще что-то вот здесь. Вы написали? 3-3 уже, да? Вы вообще красавчики. Так, короче, мне нужно с вами поиздеваться. Хорошо. Работаем тогда дальше. Как вы думаете, что сейчас мы с вами проверяли? Мы? Какой вид памяти? Память. А у памяти бывают виды, что ли? Конечно. Какой вид? Видовые память, да? Сейчас мы с вами проверяли зрительную память. Зрительный память. Видовые. Да. И как раз-таки 80% информации у нас попадает через зрение. Рисуйте 10 кружочков. Маленькие, большие. Разных размеров. И расстояние между ними. 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. А скажите, пожалуйста, какой у вас любимый предмет в школе? География. А у вас? Физкультура. Почему география? Не знаю, потому что нравилось в атласе
разукрашивать и в целом познавать страны. Отлично. Сейчас используем. А у вас почему физкультура? Ну что, не ходили туда? Хорошо. А как вам в жизни ваши предметы помогают? Ну, вот то, Любимые? что вы, да, географию любили, в жизни как-то вам помогло? Где помогло? Нет, нигде не помогло. То есть бесполезно, Да, любили. бесполезно. А вам? Мне тоже не помогло. Надо было ходить. Вот я потолстел же. Понятно, хорошо. Смотрите, ваше задание. Вам сейчас нужно будет из каждого кружочка придумать какую-то картинку. Например, можно на секунду? Вот, допустим, вот круг, вы взяли из него, сделали солнышко. То есть вот теперь из каждого такого круга нужно что-то придумать. И картинки не должны друг на друга быть похожими, не должны повторяться. То есть, допустим, это лицо зайца, это лицо медведя, а это грустное лицо, это веселое лицо. Картинки должны быть абсолютно разными. То есть И нельзя солнце придумать 9 нельзя- разных мечей? Нет. Один только мяч? Да. И солнце уже использовать нельзя. А мяч? Мяч тоже. В смысле? А потому что вы уже его подсказали. Да? Шпион из вас никакой. Ну, типа, солнце и мяч нельзя. Нельзя. Окей. Готовы? Это У вас да. есть 1 минута. Вам нужно будет успеть за минуту все 10 кружков использовать. Все. Готовы? Поехали. У вас осталось 40 секунд. Қандай 40 секунд? У вас осталось 10 секунд. Так не засчитывается. Нет. Нет, Дэр. Дорисовывайте. Угу. Так, ребята, почти все. Время наше заканчивается. Азамат, молодцы. Ну, кто-то сдался, правда? Я же говорю. Поезд? Азамат, единственное, вы сдались немножко раньше времени, но вы молодцы, вы победили в этом раунде. Почему? Рассказывай, ну, еще звоночек не прозвенел, а вы уже перестали рисовать. Рассказывайте, что вы нарисовали? Это у нас луна. Это у нас камень. Я больше не знаю, как камни рисуются, но камень вот такой формы. Это у нас крут. Угу. Это у нас... Что это у нас было? Глазок. Это у нас... Звонок. Это у нас глаз. Это у нас газ. Газовая плита. Это у нас глаз. А, нет, это у нас этот. Это у нас, оказывается, был этот. Звонок. Это у нас глаз, вот ресницы. Это у нас инфузория, туфелька. Все. Хорошо. Молодцы. Рассказывайте мне, да, теперь Я? вы. Это у нас, короче, поезд был. Не был, короче. Уже не поезд это. Нельзя, да, вот так? Нет, нельзя. Это у меня таракан, короче. Вот ножки, вот глаза. А это у нас лепешка. Хорошо. Молодцы. Да, лепешка, лепешка. А, лепешка? Лягушка. Всё. Что, лепешка, что? Что лепешка? Ну и на лягушку похоже. А, это еще копыта, оказывается. Да. Ребят, как думаете, что мы сейчас с вами развивали? Вид мышления. Вид мышления? Да. Фантазия? Почти. Физический, анатомический, депрессионный. В точку. Да, вот. Именно Я вот же его знал мы и это. проверяли. Вот это. А вообще мы проверяли с вами вариативность мышления. То есть это то, насколько вы можете быстро подбирать разные варианты в той или иной ситуации. Слишком высокий. А вот теперь я хочу посмотреть, как вы читаете. Туй. Читает инженер. Все, совсем беда, да? Смотрите, какая у меня замечательная есть Ой, кнопочка видно, для вас. ловушка основная. Это ли поезд такой шкребет? Это ли точно поезд? Игра называется «Кнопка».
Ваша задача будет сейчас. Я буду называть слова, а вам нужно будет как можно быстрее по ним нажать и потом на кнопку. Допустим, я говорю яма, волосы. Вы нажимаете яму, нажимаете волосы и потом на кнопку. Вот так прям? Да. Прям вот так. Или на вот эти волосы реально? Нет, не на них. Давайте еще вот это слово. Задание понятно? Да. Медер, задание понятно? А туда свечивает? Ну, допустим, например. Окей. Ну, это же хорошо. Чем сложнее, тем лучше. Хорошо. Медер, допустим, я говорю слово «высота». Что вы делаете? Высота я типа делаю вот так. Прекрасно. Прекрасно. Здесь вот тоже. Поехали, играем. Миф, победа, волосы. Миф, победа, волос. Все, он победил. Он первее нажал. Все, да, Давайте это конкурс уже мы на баллы. закончен. Балл. Пока у вас ничья. Поехали. Высота, луковица, работяга. Высота, Высота, луковица, работяга. луковица, Луковица, потом? Что? Работяга, мына. Работяга. Еще быстрее. Победа, яма, высота. Победа, яма, высота. Отлично. Так. Мимоза, колесо, малина. Мимоза, колесо, Мимоза? Не подсказывайте друг другу. Колесо чего? Колесо. Чего? Хорошо. Нет. А что там еще было, мы забыли? Малина. Чего? Хорошо, играем еще 2 раза. Готовы? Да. Запоминайте, больше подсказывать не буду. Победа, газета, камера. Победа, газета, вот. Мама. И последний раз, ну давайте еще 2 раза, чтобы было чья-то. Готовы? Победа, гитара, работяга, луковица. Победа, победа, работяга, луковица. Төртеулі гитара. Поляны не было. И ой. Луковица, вот. Подождите, туда должно. Что донесем? Кто у нас победил? Кто молодец? Я молодец. Да, опять молодец. Хорошо, молодцы. Вот смотрите, вот сейчас, как вы думаете, чем мы занимались? Мне кажется. Фигней страдали, да? Ерунда. Не, на самом деле тут надо на реакцию. Реакция раз. А еще быстрота чтения. То есть мы увеличивали скорость чтения. Для того, чтобы вам как можно быстрее нажать на эту кнопку, вам же нужно было быстро прочитать. Да. То есть вот теперь такой вопрос. Как у вас в школе было с чтением? Хорошо, да? Скорость в пределах нормы? Нет, плохо читали. А вы? Нормально, средний. Средний. А вот скажите, если бы с вами в школе вот такие игры играли, Тогда вам хорошо бы читал. было бы интереснее? Да, конечно. Это очень классный вид обучения. Хорошо. И последнее задание. Я хочу посмотреть, кто из вас сколько слов в минуту читает. Взрослый человек должен читать 180 слов в минуту. Слишком высокий IQ. Так, ваша задача будет прочитать и пересказать то, что вы прочитали. Готовы? Давай, готов. На старт. Внимание. Поехали. Даже маленький ребенок знает, что у слона есть хобот. Это такой длинный нос. Это нос просто уникальный инструмент. Им слон рвет листья и траву, собирает фрукты, обливается водой, как из шланга. Сила и ловкость хобота такова, что животное может сломать им толстую ветку и раздавить орех. Кроме того, хоботом слон может трубить. Но маленькому слоненку хобот сначала мешает. Малыш может наступить на него и упасть. Только со временем слоненок приучается им пользоваться. Отметь правильный ответ. Умеет ли слоненок сразу пользоваться хоботом? Да, Стоп. квадрат, нет, квадрат. Стоп. Вы прочитали 83 слова. Хорошо. О чем прочитали-то? Каждый маленький ребенок знает, что у слона есть хобот. Этот слон хоботом разбивает дерево, орех. Он даже хоботом может большую дерево разбить. Правильный ответ. Да, нет. Хорошо. Ну,
Правильно же? 50% информации вы передали. Молодцы. Теперь ваша очередь. Вы готовы? Вот этот текст. Вот этот текст. Готовы? На старт. Внимание. Поехали. Весел и силачан. Чего? На каком языке читаете? Не, мне так и надо читать? Нет, вам нормально надо читать. Хорошо. На каком языке читаете? В лесу начались страшные обвалы. Балка спала в своем Кто теплом... Что за балка? Белка спала в своем... Стоп. Офигеть, что за 9 слов за минуту? Не, вы предупредили бы, чтобы? Я думал, так и надо читать. Веселый сельчан. Здесь нормальный текст. Не, может, надо вот так читать? Нет, не надо. Не, вы дайте еще раз. Давайте вот это хотя бы. Хорошо, давайте. Приготовились на старт. Внимание. Поехали. Снег тает и тает. Жителям лесных подвалов плохо приходится. Кроты, землеройки, мыши, полевки, лисы, другие зверьки и Стоп. звери. Время считайте. О чем я читал? А посчитайте, сколько слов прочитали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 слов. 15 слов. Хорошо. Молодцы. Блин, это реально тяжело. О чем прочитали? О том, что снег тает и тает, о том, что жителям леса тяжело, когда снег тает и тает. Вот. А какие жители леса? Какие жители были? Не знаю, я был сфокусирован на другом. Хорошо, 50% есть, вы молодцы. Вы не сдались, вы упорно старались. На самом деле это упражнение тоже направлено на увеличение скорости чтения, и это один из видов тренировки. Хотите попробовать? Нет. Нет, не хватает. Ну что, давайте подведем итоги. Так, кто у нас сегодня победил? Медер. Дружба. Нет, у меня один подарок. Медер. Медер. Вы Да, он победили. заслуженно победил. Вы очень боролись. Да. Спасибо вам большое. Я знаю, что у вас еще пока нет деток, но наши двери, точнее двери нашего центра всегда открыты для ваших будущих деток. Нашему центру 8 лет, и дай бог, он еще проживет много-много лет. Приводите своих деток, мы в игровой форме их научим всему, что они нам должны. самим тоже можно, да? Конечно, у нас есть курсы для взрослых. На Нет, кыргызском. курсы для маленьких есть. И для маленьких есть, и на кыргызском есть, и на русском есть. Приходите, мы будем очень рады. Слишком высокий IQ. Ребят, в завершении нашей сегодняшней программы я бы хотела у вас узнать, какое из заданий вам понравилось больше всего. Про это чтение, на скорость чтения. Когда мы с карточками или вот это вот чтение? И то, и другое. Хорошо, а вам? Чтение. Да, чтение самое кайфовое было. Что-то необычное. Ага. А что не понравилось? Что бы вы хотели убрать из программы? Чтение. Вот это. Самое не понравилось. Да, было тоже необычно, неудобно. А вам? Вот этот рисунок. Рисунок. Вам тяжело было? Не тяжело, но это... Мои рисунки не понравились. Не, ну поезд очень даже креативный. 6 колес. Кто бы мог подумать, да, что это поезд, да? Никто же не мог подумать. Я же мог подумать. Кто молодец? Я молодец, да? Бессомненно. Ребят, всего вам хорошего. Меня зовут Инесса Иная, и я являюсь директором сети образовательных центров IQ KG. Мы занимаемся тем, что подготавливаем деток к школе, развиваем память,
приходите к нам. Слишком высокий IQ.